Интернет – это моментальный доступ к любой информации. Не только полезной и важной, но и недостоверной и ложной. Все чаще мы сталкиваемся с контентом, правдивым лишь отчасти. Намеренные фейки используются и для пропаганды, манипулирования общественным мнением в разных целях. В итоге этот фейковый контент формирует неверные представления в обществе. А иногда даже играет ключевую роль в том, что человек принимает неверные или даже опасные для него и окружающих решения. А когда дети оказываются в этом бесконечном потоке информации, разобраться, где правда, а где фейк, им еще сложнее. По существу. Сегодня будем говорить, как уберечь ребенка от шквала недостоверной информации с заместителем начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МВД по Чувашии Натальей Чепуриной и с уполномоченным по правам ребенка в Чувашской республике Алевтиной Федоровой. Здравствуйте, Наталья Альбертовна. Здравствуйте, Алевтина Николаевна. Добрый день. Давайте с вами поговорим о том, как уберечь от фейковой, от негативной информации ребенка в сети, и даже когда взрослому человеку трудно во всем этом разобраться. Мы с вами прекрасно понимаем, что если мы читаем информацию из газет, журналов, мы прекрасно понимаем, что есть там ответственные лица, которые отвечают за достоверность информации, но в интернете, конечно, таких ответственных лиц нет. И первое, что мы, наверное, должны сделать, взрослые, объяснить ребенку, что надо правильно выбирать ту информацию, которую они читают. Необходимо обязательно посмотреть официальные сайты. Обязательно надо сравнить ту информацию, которую получил ребенок, несовершеннолетний подросток, и сравнить с тем, что написано в других сайтах, например, да, на официальных сайтах, других средствах массовой информации. Исходя из этого, надо научить ребенку сделать вывод, что является правдивым, что нет. Угу. Наталья Альбертовна, да, вы как Для считаете? маленьких детей, конечно же, в первую очередь это установление родительского контроля, а для детей постарше, для детей подросткового возраста, которые уже хотят сами разбираться во всем происходящем, это, я думаю, в первую очередь должна быть доступная, правдивая информация. То есть дети должны уметь сравнивать, должны получить любую информацию и ее сравнить. Насколько она действительно соответствует всему окружающему. Это главное. Вот кто ответственен, по-вашему, за поведение ребенка в интернете? Кто его должен научить этому ответственному отношению в интернете? В первую очередь это родители. Конечно, во-первых, доступ в интернет должен быть ограничен для маленьких детей, потому что часто мы видим, что детишки даже 3-4 лет самостоятельно лазят в интернете, а там возможны различные и ссылки, переходящие на недоступные для несовершеннолетних сайты, либо какая-то другая информация. Ну и, конечно же, нужно объяснять, что хорошо, что и плохо. Нужно заниматься в первую очередь и половым просвещением несовершеннолетних, потому что часто в сети интернет дети становятся жертвой сексуального домогательства, либо вовлекаются в какие-то деструктивные явления. На это нужно обратить внимание, и в первую очередь это должны делать родители. Угу. А как научить ребенка, вот, Алевтина Николаевна, распознавать фейковые новости, либо чтобы он не читал какой-то негативный контент? Вот, вообще можно ли этому научить? Я согласна с Натальей Альбертовной, да. В первую очередь это родитель. С малого возраста, если родитель научит правилам поведения в интернете маленького ребенка, конечно, таких проблем не будет. Изначально родитель, сидя рядом с ребенком, должен показать, как правильно пользоваться в сети интернет. Что можно использовать ребенку, что нельзя. И, конечно, родитель должен своим примером показать, какие полезные сайты имеются. У нас же очень часто родители считают, что ребенок сидит в интернете, вообще компьютер нужен ребенку для того, чтобы получить определенные знания. Изначально это было так, но нынешние дети, современные дети умеют очень многое и, конечно, не всегда занимаются только получением информации. Кто же должен научить? Конечно, изначально родитель. Если с первых дней родитель объяснит правильное поведение в интернете, конечно, ребенок это будет знать. А примером для ребенка всегда являются родители. И та информация, которую получает ребенок, и эта информация,
оно не соответствует возрасту ребенка, не соответствует действительности, родитель должен объяснить, почему нельзя использовать данную информацию, что будет при использовании не той информации, например. Да? И именно таким образом правильное поведение в интернете, когда ребенку станет больше, и 15-16, он будет правильно пользоваться интернетом. И, конечно, если родитель изначально покажет и сделает, скажем, ссылки на те сайты, которые представляют правильную информацию, конечно, ребенок этим будет пользоваться. И в то же время родители должны научить ребенка тому, что не надо выкладывать информацию о себе, возраст, фотографию, данные своей семьи, например. Это потом может оказаться как бы информацией, которая будет против данного ребенка. Для мошенников. Для мошенников. Мы знаем, что через сети интернет мошенники на сегодняшний день умеют очень хорошо работать. На сегодняшний день в образовательных организациях, это и в детских садах, школах, техникумах, и через средства массовой информации очень много той рекламной информации, которая направляет детей к правильному поведению интернета. Но если со стороны родителей не будет контроля, соответственно, ребенок может оказаться в тех, скажем, ненужных местах, группах, которые негативно влияют на ребенка. Угу. Очень часто, наверное, это касается больше уже детей подросткового возраста. Они все, конечно, сейчас в интернете, все в телефоне, к сожалению, с малых лет. Есть различные блогеры, тиктокеры, и все дети очень ими увлекаются. Даже повторяют некоторые их фразы, могут последовать их примерам. Вот как объяснить ребенку, что интернет – это все-таки не истина в последней инстанции, это какой-то сбор мнений, и что он может быть другим. Ему не обязательно потакать вот этой тенденции. Как вам кажется? Ну, мне кажется, это больше будет возможно на собственном примере. Если родители, либо старшие братья и сестры в том числе, будут объяснять детям и показывать, что интересно все-таки другое. Это можно посмотреть, это можно рассмотреть, но, тем не менее, нужно ли это тебе? Это самое главное. Потому что кто-то добивается посредством сети интернет, получает знания, получает какой-то опыт, побеждает в конкурсах, занимается самообразованием, а кто-то вот на таких печальных, можно сказать, примерах, ведь бывают дети получают травмы и какие-то другие последствия. Угу. То есть больше реальных примеров из реальной жизни, вытаскивать их в человеческую жизнь, конечно, в общение с людьми. В первую очередь. Угу. Алевтина Николаевна, вот вы мониторите тоже ситуацию постоянно, да? Среди блогеров, тиктокеров и разной всей вот этой истории в интернете, как вам кажется, больше положительных моментов? Вот вы с чем сталкивались или негативных? Я, конечно, не могу сказать, что я сижу во всех тиктоках, во всех сетях. Я для себя выбираю только положительные моменты. И те моменты, которые мне нужны для того, чтобы получить какую-то информацию. Информацию, которую я могу потом дальше использовать. И ту информацию, которая необходима мне для общения, может, с подростками, молодежью и так далее. И если, вот, например, говорить на эту тему, мне все равно хочется обратиться к родителям и сказать, если дома ребенок видит больше семейные традиции, да, ребенок занимается спортом, дополнительное образование для ребенка или в жизни ребенка имеет большое значение, то у ребенка будет мало времени сидеть в тиктоках и в других группах. И все же мне хочется сказать, что очень большое внимание надо уделить тому, что есть иные возможности заняться чем-либо. Те же самые игры. У нас есть настольные игры. Очень много примеров, когда на сегодняшний день молодые родители уделяют большое внимание именно дополнительному образованию детей. Это занятия и творчеством, и спортом. Надо отметить, что возможностей у нас в республике очень много. И поэтому родитель должен настроить ребенка на то, что можно по-другому занять свое свободное время. Конечно, если ребенок после школы, приходя домой, он имеет какие-то поручения дома, да, обязанности, делает уроки, занимается дополнительным образованием, например, музыкой, спортом. У него будет мало времени сидеть смотреть, какие есть блогеры, чем они занимаются, и искать какую-либо информацию, которая, возможно, и неправдивая, и неправильная информация. Угу.
Помимо того, что мы все работаем с вами на своих работах, и вы, Алевтина Николаевна, и вы, Наталья Альбертовна, и я, мы все с вами родители. Вот давайте перейдем к конкретным примерам. Каждый со своим ребенком, со своими детьми. Вот как вы разграничили интернет и жизнь ребенка? Есть ли у вас контенты, которые под запретом? Обсуждаете ли вы время, которое ваши дети проводят в интернете? Давайте начнем с частных примеров. Вот как ваши отношения с интернетом в вашей семье сложились? Ну, во-первых, у меня дочь уже взрослая, как бы она сама оценивает всю необходимость и даже часто помогает мне разобраться в каких-то проблемных вопросах в интернете. Но, тем не менее, в свое время, когда она еще была ребенком-подростком, мы старались ее занять помимо интернета. То есть ребенок посещал и спортивные секции, и какие-то другие культурно-массовые мероприятия. И действительно, все усилия у нас были направлены именно на получение доступной и положительной информации для подготовки к олимпиадам, для подготовки каких-то проектов, для которых обязательно необходим интернет. Без этого жизнь человека невозможна. И у нас как бы таких проблем не возникало. Ребенок знал, что какие-то сайты, которые запрещены, может быть, это сайты, пропагандирующие насилие, либо еще что-то, они могут быть, но они неинтересны. Это не наш стиль жизни. Это самое главное. Но к тому же есть различные кулинарные шоу, есть возможность обучиться петь, либо еще какая-то другая информация, которая полезна. Да, использовать интернет? Конечно. Алевтина У Николаевна. меня тоже сын уже взрослый, но хочу сказать, что на самом деле на тему интернета мы дома говорили очень много. Говорили и о тех сайтах, которые не надо, информацию откуда нельзя использовать в своей жизни. И очень много мы говорили о том, что интернет надо использовать для общения, для получения новой информации. Но и играть можно. Мы запретить детей не пользоваться, это невозможно. Да. Не то, что нельзя, это невозможно даже, наверное, в нынешнее время. И я наблюдала, я старалась смотреть, чем занимается у меня ребенок. И, конечно, вот на сегодняшний день я хочу сказать, у меня сын, хотя и взрослый, сидит долго в интернете, но он занимается музыкой. Ему интересно общение с людьми, кто занят в этой сфере. Он пишет музыку, я слушаю, смотрю. И, конечно, очень хочется, чтобы дети наши именно нашли пользу. Я еще раз возвращаюсь к тому, что запретить мы не можем, это невозможно, но мы должны родителям объяснить, что есть те интересные вещи, моменты, которые можно использовать для себя, для своего развития, для получения информации. То же самое вот на сегодняшний день очень часто мы уходили в связи с коронавирусной ситуацией на дистанционное обучение. Ведь на самом деле была возможность получить информацию, ту информацию, которую мы, может быть, не могли получить во время проведения уроков, занятий. Пожалуйста, это тоже возможность определенная. Можно этим тоже заниматься. То есть опять хочется вернуться к тому, что мы должны взрослые показать, как правильно использовать интернет. Если, например, скажем, вечером все взрослые пришли домой, и все сидят в своих телефонах или компьютере, и никто ничего не объясняет, и не смотрит, кто чем занимается, конечно, мы можем иметь определенные отрицательные последствия. И при этом, если папа с мамой сами сидят около телефона и говорят ребенку: отойди от компьютера, займись уже чем-нибудь полезным, наверное, это будет не очень полезно, да, для ребенка и не очень показательно. Конечно. Это так. Вместо того, чтобы обсудить какие-то проблемы, даже информацию, которая поступила в течение дня из интернета, можно более эффекта такого добиться положительного. Да. К сожалению, есть такие случаи, когда сами подростки распространяют негативный контент в интернете. И, кстати, могут наказать, да, за этот. Вот где границы дозволенного и недозволенного, за какой контент в интернете могут детей, подростков несовершеннолетних наказать, Наталья Альбертовна? Да, действительно, преступления, совершаемые подростками в сети интернет, становятся, скажем так, более популярными. Но подростковая преступность – это зеркало взрослой преступности, киберпреступления в обычной жизни тоже уже набирают обороты и составляют более четверти, наверное, всех преступлений. Поэтому и законодатели не отстают. В 2017 году введена уголовная ответственность за склонение несовершеннолетних к суицидам посредством сети интернет.
Кроме этого, за преступления, совершаемые посредством сети интернет, существует уголовная ответственность. Существует такое понятие, как кибербуллинг, когда в основном дети травят друг друга также посредством сети интернет. Ответственности определенной уголовной нет, но все эти деяния подпадают под действие Уголовного кодекса. Это может быть и клевета по статье 128 прим. 1. Также это может быть вторжение в частную жизнь по статье 137. Кроме этого, несовершеннолетние очень подвержены совершению преступлений, как распространение наркотиков, вовлечение в распространение наркотиков. Это 228 прим. 1. Кроме этого, несовершеннолетние могут стать и жертвами сексуальных домогательств. Тоже существует за это уголовная ответственность. Нужно быть очень ответственными, очень серьезно подходить к этому вопросу, потому что мнимая анонимность, которую как бы гарантирует сеть интернет, порождает именно безнаказанность и чувство безнаказанности у подростков. Они таким образом думают, что все их действия останутся незамеченными. Но это не так. К сожалению, преступления совершаются, и ответственность за них существует. Получается, с одной стороны, подростки сами могут совершать преступления, производя какие-либо действия в интернете, там та же самая травля своих там сверстников или одноклассников. С другой стороны, они могут стать жертвой в сети. Они вовлекаются и в деструктивные явления, и какие-то другие противоправные явления, и становятся жертвами преступлений. Как вы думаете, как вовлечь подростков, и вообще, может быть, вы это используете в своей работе, в создание положительного контента, чтобы интернет использовать тоже в положительном русле? Как это можно сделать? На самом деле, на сегодняшний день мы очень много говорим о том, что необходимо создавать множество таких вот позитивных контентов, интересных для детей. И, конечно, создавать такие контенты без участия самих детей и молодежи это невозможно, потому что все-таки мы должны привлечь в эти группы, скажем, да, сайты, молодежь нашу. И поэтому на сегодняшний день речь идет о том, что именно совокупность государства, да, средства массовой информации и сами подростки должны создавать такие контенты. На самом деле есть очень много проектов, есть и гранты, которые на это направлены, работа в данном направлении ведется. И даже если посмотреть наши небольшие, скажем, группы в контактах, на самом деле есть такие интересные моменты, которые создаются самими детьми. И условия для этого и созданы. Это у нас и Кванториум работает, Эдкер, центр одаренных детей, точки роста, которые открыты у нас на территории Чувашской республики, их достаточно количество. Здесь тоже очень много работы для того, чтобы дети своими руками создавали и мультфильмы, короткометражные фильмы, различные группы, где рассказывают о интересных вещах и так далее. Но, конечно, для того, чтобы был большой охват, нужны более мощные, большие, массовые такие мероприятия. Проводятся различные конкурсы, к которым привлекаются и обучающиеся кадетских школ. Кроме этого, дети сотрудников, которые с интересом какие-то создают ролики, какие-то плакаты, другую информацию. То есть мы можем посмотреть на это глазами детей, на различные ситуации. И потом, конечно же, используем это при проведении профилактических мероприятий, при создании какой-то положительной, скажем так, рекламы. Спасибо. Именно мы, взрослые, можем научить детей своим примером вести себя правильно в интернете, распознавать фейковые новости и понимать границы дозволенного. Именно сегодня каждый из нас может поговорить с ребенком и, возможно, сделать что-то хорошее для своей семьи. Оставайтесь с нами.